Существуют мысли, не спрашивающие разрешения, возпливающие в тишине рассвета или проникающие в складки повседневной жизни, вызывая во памяти присутствие, которого больше нет, но которое продолжает ощущаться. Когда фигура с такой настойчивостью возвращается в поле сознания, это не совпадение, а скорее психический сигнал, который заслуживает того, чтобы его выслушали, поняли и преобразовали. Нередко случается, что, пытаясь сосредоточиться на повседневных делах, вы вдруг, без видимой причины, вспоминаете лицо, голос или какое-то ощущение. Общение прекратилось, время прошло, но это присутствие остается, словно едва уловимое эхо, почти как будто оно обитет в невидимом уголке психики, поддерживая связь, которая, кажется, бросит вызов рациональной логике. Это явление поднимает глубокие вопросы. Это просто ностальгия, невысказанная взаимная симпатия или послание, которое пытается передать реальность. В такие моменты крайне важно отбросить самосуждение, поскольку проявляется не безумие и не слабость, а психический процесс со специфической структурой и смыслом. Согласно интерпретации, вдохновленной идеями Карла Густава Юнга, эти динамики возникают в результате взаимодействия психической энергии, усвоенных эмоциональных паттернов и бессознательных проекционных процессов. Понимание природы того, что человек чувствует, становится первым шагом к превращению запутанного опыта в источник ясности и внутренней силы, восстанавливая центральное место в его идентичности. Часто неправильно понимают саму природу воспринимаемой связи. Не все, что повторяется, обязательно указывает на судьбу или абсолютную любовь. Во многих случаях суть вопроса кроется в фокусе внимания, поскольку туда, где сосредоточено внимание, течет и психическая энергия, порождая эмоциональную непрерывность и чувство связи. Однако энергия никогда не бывает нейтральной, она вибрирует, направляет и создает притяжение. Когда мысли постоянно фокусируются на человеке, даже в отсутствии контакта, может возникнуть ощущение, что другой человек переживает похожий опыт. Иногда это восприятие соответствует подлинному общему эмоциональному резонансу, особенно когда связь была интенсивной и знакомой. Однако именно здесь выступает в игру принципиальное различие. Не каждое восприятие является подлинной интуицией. Часто то, что интерпретируется как глубокая связь, на самом деле является отражением еще неосознанной внутренней пустоты. Эмоциональная привязанность, если не воспринимать ясно, может маскироваться под духовный сигнал, удерживая сознание в ловушке бесплодного повторения. Если вы чувствуете, что эти слова обращаются к вам, позвольте себе погрузиться в глубокое внимание и дайте этому контенту обрести подлинный резонанс, не простое согласие, а чистый осознанный отклик, потому что узнавание себя в сообщении – это первый акт внутреннего пробуждения. Человеческий разум склонен искать знакомое, даже если это знакомое причиняло боль. В этом смысле повторяющиеся мысли не обязательно указывают на живую связь, а могут представлять собой бессознательную попытку сохранить знакомое ощущение, избежать пустоты неизвестности и дестабилизации, которую приносят любые истинные перемены. Оставаясь привязанными к этой динамике без осознания, мы увековечиваем эмоциональный цикл, который парализует нас и препятствует внутренней эволюции. Только глубокое понимание мотивов, питающих наши мысли, позволит нам развязать узел, удерживающий психическую энергию в измерении, которое теперь завершилось. Продолжая этот анализ, становится важным различать стремление к созданию новой реальности и часто бессознательную тенденцию оставаться привязанным к неразрешенному эмоциональному циклу. Создание реальности подразумевает внутреннюю легкость, доверие и осознанное намерение, в то время как привязанность возникает из страха, недостатка и потребности заполнить пустоту, которая еще не была услышана. Согласно Юнгу, мысли – это не абстрактные сущности, лишение последствий, а скорее активаторы эмоций, вызывающие химическую реакцию в организме, способную со временем закрепиться в виде настоящей зависимости. В этом смысле отсутствует не сам человек, а созданное им ощущение,
емоционална конфигурација, которую организм научился распознавать и делать. Когда эта динамика укореняется, мысль сохраняется, потому что она активирует знакомую эмоцию, предлагая иллюзорную форму безопасности. Именно поэтому разум возвращается, даже в отсутствие другого, пытаясь воспроизвести состояние, которое тело связывает с значимым опытом, даже если он больше не присутствует в реальности. Таким образом, первый акт освобождения состоит в честном и радикальном вопросе. Какая эмоция на самом деле возникает, когда эта мысль проявляется? Если ответ – тревога, мука или страх потери, то мы имеем дело не с творческим процессом, а скорее с эмоциональным повторением, которое требует признания и трансформации. Подлинное проявление, с другой стороны, сопровождается чувством внутреннего покоя, уверенной открытостью всему новому и возможному. Когда воображение здоровых отношений порождает мир, а не напряжение, повторимость прошлого прерывается и открывается пространство для реальности, соответствующей самим сокровенным желаниям существа. Именно в этот момент становится ясен более глубокий смысл так называемого закона притяжения. Он реагирует не на то, что говорится словами, а на то, что вибрирует в эмоциональной структуре человека. Желание истинной любви при сохранении неуверенности равносильно посыланию противоречивых сигналов, неспособных привести к истинному согласию. Юнг очень ясно это сформулировал, заявив, что мы притягиваем не то, чего желаем, а то, кем мы являемся. Этот принцип влечет за собой глубокую ответственность, поскольку он призывает нас воплощать в настоящем те эмоциональные качества, которые мы хотели бы испытать в будущем, преобразуя ожидания в осознанное присутствие. Представление об отношениях, основанных на безопасности, уважении и внутренней свободе, не требует конкретного лица или имени. Важно позволить телу привыкнуть к этой эмоциональной частоте, чтобы ощущение собственной значимости стало естественным состоянием, а не отдаленной мечтой. Когда происходит эта трансформация, личная энергия спонтанно меняется, порождая подлинный магнетизм. В этот момент либо человек, чьи мысли занимали его, перестраивается в соответствии с этой новой вибрацией, либо он освобождает место для присутствия, более совместимого с развивающейся версией самого себя. Часто то, кто ошибочно принимают за тоску по другому человеку, на самом деле является ностальгией по тому, как бы нам хотелось, кто by nas любили. Понимание этого перехода знаменует начало решающего поворотного момента, поскольку внимание переключается с внешнего на внутреннее, возвращая сознанию созидательную силу, которую оно ранее делегировало. Когда осознание становится стабильным, реальность отвечает не уступками, а резонансом. Не потому, что вы просили, а потому, что вы стали тем, с кем хотели встретиться. Даже восприятие того, что думает другой, может быть переосмыслено в свете того внутреннего созревания. Действительно, некоторые связи оставляют энергетический след, который может отзываться со временем, проявляясь в снах, синхронностях или внезапных ощущениях присутствия. Однако эти сигналы не следует интерпретировать как обещания, а скорее как приглашение к большей ясности. Ключевой вопрос не в том, думает ли другой человек еще, а в том, какое влияние эта мысль оказывает на текущие эмоциональные переживания. Каждый раз, когда наше внимание переключается с поиска внешнего подтверждения на подлинный самоанализ, происходит перестройка, которая коренным образом меняет направление нашего пути. Истинная интуиция не порождает спешки или тревоги, а лишь легкость и доверие. То, кему суждено выстоять, не требует преследования и не предполагает отказа от себя как условия для признания. Когда связь реальна, она проявляется через согласованность и присутствие, а не через отсутствие и двусмысленность. Однако понимание всего этого не означает, что чувство мгновенно исчезнет. Сердце не откликается по рациональному решению, а может быть направлено в новое энергетическое русло, способное преобразовать эмоциональную интенсивность в эволюционную силу. Принятие своих чувств без сопротивления – первый шаг к внутренней зрелости.
Любая емоција, которая не слышна, имеет тенденцию кристаллизоваться. В то время как-то, что признается и переживается, превращается в ресурс. В этом смысл чувству. Это не хрупкост, а сила для трансформации. Ефективная практика заключается в придании символической формы тому, кто оставалось невыразимым, позволяя письменному слову распутать внутренние узлы. Записывание того, что не было сказано без какого-либо коммуникативного намерения, но с освобождающей функцией, позволяет телу снять напряжение, а разуму обрести ясность. В то же время крайне важно перенаправить внимание. Всякий раз, когда энергия отвлекается от анализа другого человека и перенаправляется на прислушивание к собственным потребностям, запускается процесс саморефлексии, восстанавливающий целостность и внутреннее равновесие. Забота о своей энергии, внутреннем пространстве и эмоциональной идентичности постепенно уменьшает эмоциональную зависимость, поскольку укрепляет чувство целостности. Чем более устойчивым становится человек, тем меньше ему требуется внешнее подтверждение для ощущения собственной целостности. Осознанная визуализация также играет важную роль, поскольку позволяет нам тренировать нашу эмоциональную систему для новых возможностей получения опыта. Представление сценариев подлинного благополучия, воспринимаемого как уже реальное, помогает без усилий перепрограммировать энергетический отклик, естественным образом направляя желание к тому, что приносит пользу. Это чувство не исчезает, но меняет направление. Когда энергия перестает течь к тому, что причиняет боль, она начинает вести к более широким горизонтам, знаменуя собой завершение главы, которая уже преподнесла свой урок. Умение достойно принимать трудные дни, не зацикливаясь на них. Это проявление уважения к собственному процессу. Речь идет не о навязывании искусственного позитива, а о признании эмоциональных изменений без постоянной отождествления себя с ними. Когда восстанавливается связь с самим собой, возникает естественная, ничем не сконструированная форма влечения, рожденная из внутренней уверенности. В этом корень истинного соблазнения, понимаемого не как стратегия, а как спонтанное выражение присутствия и подлинности. Истинное очарование заключается не в погоне за собственной ценностью или ее доказательстве, а в полном принятии своей идентичности. Это незримое качество, ощутимое без слов, рождающийся утек, кто знает себя и не ищет одобрения. Человек, сосредоточенный на собственной энергии, не спешит, не умоляет, не опустошает себя, чтобы быть избранным. Он остается сосредоточенным, позволяя другому приблизиться через резонанс, а не через давление, потому что подлинно естественным образом находит свое место. В этом контексте действия становятся единственным критерием истины. Подлинный интерес проявляется через присутствие, согласованность и непрерывность, без игры и двусмысленности. То, кто должно сочетаться, делает это без усилий, в это время как-то. Кто не сочетается, подготавливает почву для чего-то более гармоничного. Когда страх потери преодолен, человек становится видимым во своей истине, и подлинность оказывается сильнее любой техники. В конечном итоге, выбор всегда остается за ним. Продолжать искать ответы в другом человеке или вернуться к глубокому самоанализу. В этом возвращении к себе человек обнаруживает, что ему не хватало не личности, а собственного внутреннего присутствия. Это был взгляд внутрь себя, любовь к себе, ожидающая признания и возрождения. Нет ничего более притягательного, чем женщина, которая выбирает себя, которая испытывает сильные чувства, не теряя себя, которая распознает связи, не теряясь в них, и которая умеет любить, не отказываясь от своей индивидуальности. Такое присутствие не выпрашивает внимания, а наоборот, естественным образом его притягивает. Оно не ждет, пока его выберут, потому что уже выбрало себя само. В тот момент, когда этот выбор становится устойчивым, несовместимые отношения спонтанно распадаются, освобождая место для того, что действительно находит отклик.
Ситуации, которые когда-то казались обременительными, постепенно теряют свою стабильность, а прошлое становится легче под руководством новой силы. Осознание настоящего. Внешние гарантии не нужны, когда вы укоренены в собственной истине. Каждый акт самоуважения открывает пространство для подлинности. Если человек действительно принадлежит к своему пути, он вернется не через ожидание, а благодаря естественному выравниванию, порожденному настоящей трансформацией. А если это будет не тот человек, то это будет кто-то, кто способен видеть, распознавать и разделять ту же эмоциональную частоту. В конечном счете, дело никогда не в другом человеке, а в отношениях, которые у вас складываются самим собой. Когда мы уважаем себя, все меняется. Когда мы выбираем истинную, светлую и глубокую любовь, реальность отвечает нам гармонией, потому что истинная магия заключается не в контроле над другим, а в том, чтобы стать настолько целостными, что мы притягиваем только то, что нам подходит. Это есть самая подлинная свобода. Не нуждаться в ком-то для полноты жизни, а быть готовым поделиться своей полнотой с тем, кто действительно умеет ее распознать. Если это путешествие нашло отклик в вашей душе, цените его как акт осознанности и превратите его в живую составляющую вашей повседневной жизни. Спасибо вам за то, что вы с открытостью и глубиной восприняли эти размышления. Пусть ваше путешествие продолжится в ясности истины и еще более верном выборе в пользу себя.